Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. В общем, ребята, мы находимся на Ошском рынке. Продукт сам был произведен в Китае. Балаңа чакыңардын келечеги үчүн мен ушул видеону тартууну чечтим. Тоже табак, правильно? Если тоже это табачные изделия, это сасовые. Хотя, по идее, это тот же самый табак. Да, тот же самый табак, да. Ну, в принципе, если она захочет продавать, то она может продавать, да? Ну, тоже, да, тоже логично. Бұл видео сілерге анча қызыктуу эмес болушу мүмкүн, бирок балаңа чакыңардын келечеги үчүн мен ушул видеону тартууну чечтим, жана ушул видеонун акырына чейин көрүп койсоңор. В общем, ребята, мы находимся на Ошском рынке. Свидетельство о том, что вы можете продавать. Сейчас у нас вот как раз тоже вот про рекламу тоже как бы по законодательству нужно будет только 40% мы должны накрывать про антитабачную рекламу, например, что это запрещено по законодательству, да, 18+, вот именно вот это вот. Ну вот здесь что-то написано, да. Но приклеили. Да, но оно приклеено, да. Да. Ну, вот, как раз новый законопроект нам... Начальник СМИ. Эй, Даша. Можно ваше свидетельство, что вы имеете Вот да. электронный патент, что мы имеем право здесь продавать. Вот свидетельство. Нет, тут сейчас вопрос в чем? Мы как бы видим, что вот этот вот брешь законе, о котором вы говорите, да, я как понял, правильно? Что вот, по идее, как бы мы хотим, чтобы это не так продавалось. Несовершеннолетние покупают его? Нет, у нас вот 18+. Не, ну 18+ это же не говорит ни о чем. Вот у нас есть камеры, они все видят, они записывают звук и видео, и мы спрашиваем. А кто вам сказал, что вот 18, только 18-летним это можно продавать? Ну, когда меня устраивали здесь, я устраивалась на работу, мне говорили, вот вы сначала, если покупатель выглядит таким молодым, вы сначала спрашиваете паспорт. Если покупателя нет 18, то, извините, мы вам не продаем. Они могут продать вообще? Могут продать несовершеннолетним сейчас на данный момент? На данный момент вообще электронные сигареты вот, по законодательству никаких комментариев не имеется по старому законодательству. То есть, по сути, они могут продать, и я же говорю, и никакой ответственности они нести да, не будут. Пока что никто не ответственность не несет. То есть здесь чисто как бы вот человеческий контроль получается, вот она может, ну, в принципе, если она захочет продавать, то она может продавать, да? Нет, мне нельзя. Даже если я... Нет, мы имеем в виду по закону сейчас. По закону, эти еще не зашли в закон. Вам спасибо, конечно. Чисто по-человечески вы контролируете, но мы со стороны закона, нам интересно. Можно? По закону это должно быть и регулироваться, но, как я говорил ранее, у нас новый законопроект предлагается, чтобы вот именно вот эти вот электронные изделия, или так называемая вот, система доставки электронной никотина, да, они должны вот зайти в законопроект и должны регулироваться полностью. Но пока что по старому законопроекту, это еще был и в 2008 году, это еще туда еще не зашли такие вот табачные изделия, как электронные сигареты. Это сколько лет получается? Это получается уже как больше, чем сколько? 9 лет. 9 лет вот как бы это может спокойно сейчас продается, да? Да, да. Без регулирования закона. Да, пока что регулирования не имеется. А можно какое-нибудь изделие одно посмотреть? Вот это, например. Извините, я могу интересоваться, откуда вы? Я из отдела антитабачного. Закон о защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака. Статья 11. Каждая пачка и упаковка табачного изделия должны содержать медицинское предупреждение на государственном и официальном языках, занимающее не менее 40% основной площади передней и задней сторон пачки и упаковки табачных изделий в виде текстовой надписи, рисунков или пиктограмм. Предупреждение на английском, все здесь на английском. Продукт сам был произведен в Китае.
В общем, даже законом о защите прав потребителей элементарно это не отвечает. Вот опять же, например, про айкос, те же электронные сигареты, которые вот еще не зашли в новый законопроект, тоже не имеют, например, у всех, как вы говорили до этого, не имеют акцизной марки, например, не имеют, например, медицинское предупреждение о том, что это вредно для здоровья. Как минимум. Как минимум, как да, максимум, потому что это, даже. как минимум, это должно быть вот в 2 языках, вот, официальных и государственных языках, потому что о вреде здоровья, да? Ну, по сути, да, это вредно, да, по сути, для здоровья это вредно. А здесь вот еще кальяны есть, смотрите. Да, вот то же самое с кальянами, например, в кальянах по старому законопроекту еще нет, например, закона о том, что нужно, например, там марка о вреде здоровья. Вот новый законопроект, который вот был принят в первом чтении, вот как раз вот предлагает добавить еще табличку или, например, текстовое вот предупреждение о вреде здоровья. Прям сюда? Да. Там на эту штуковину? Ну, тоже, да, тоже логично. Потому что у нас в многих вот кальянных заведениях этого не имеется. Отсутствует полностью информация и вот является как бы пропагандой. Вот. Хотя, по идее, это тот же самый табак. Да, тот же самый табак, да. Вот это вот тоже табак, правильно? Да? Айкосы, так говоря. Это картридж, да, получается? Да, да. Вот о нем я и говорил, не имеет этот Акцизной марки. акцизной марки, да. Закон о защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака, статья 14. Во всех местах торговли табачными изделиями на видном месте в обязательном порядке должны быть вывешены плакаты с медицинскими предупреждениями и о запрете реализации табачных изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет. Как раз новый законопроект предлагает, чтобы регулировать акцизную марку для новых и табачных изделий. Не, я не понимаю одно. Если это табачные изделия, такие же, как и сигареты, да, или вот элементарно вот возьмем вот эти вот сигареты. Да. Если это такое же табачное изделие, почему до сих пор нету здесь акцизной марки? Что мешает? Потому вот самые вот производители, они некуда как вот продажи тоже, они вот обходят как раз вот законопроект, что они говорят, что это вот как раз заменители табака и вот это вот обходят вот законы. Поэтому мы предлагаем новый законопроект, чтобы вот и было как жесткие меры про это. И чтобы там были для всех электронных сигарет были еще акцизные марки добавили. А это рекламировать можно сейчас? Рекламировать можно только... да, рекламировать можно. Вот сюда можно написать большими буквами, что это? Hits? Да, или что? Green, Zing, что здесь написано? По старому законодательству электронные сигареты или по другому названию системы электронных доставки никотина не регулируется законопроектом. И поэтому сейчас выдвигается новый вопрос, новый законопроект о урегулировании новых стандартов для табачных изделий. Не, вот акцизка там должна быть вообще? Да, должна быть. А почему без него продают? Предлагают, но законопроект еще не принят. Предлагают, но еще не принят. Потому что у нас возможно, и не примут, что ли? Есть такое вероятие? Не, возможно, есть такое вероятие, что и не примут. Да, потому что новый законопроект только прошел первое чтение, а второе чтение еще не прошел. А вот именно в этом новом законопроекте, который предлагают, там и имеется как раз вот предложение вот добавить туда акцизную марку для новых табачных изделий. Ну сейчас как тогда получается? Как бы это продается сейчас законно или незаконно? Мы вот как мы поймем этот момент? А? Правовой вакуум называется там. Он не регулируется пока. Не регулируется. То есть легально продается, видимо? Нет, нельзя говорить легально, просто он пока не регулируется никак. Вот старые, они прописаны, да, вот там виды вот этих сигарет, прям о защите здоровья, вот старый закон, который действует, там прописаны табачные изделия. Вот такие вещи, есть вот такая уловка, как называется это вот, когда вот просачивается, они пользуются тем, что это не табачные изделия, они говорят, что это не табачные изделия, они обходят закон, не называя, что это табачные изделия, они говорят, это как бы синтетический заменитель никотина. То есть это вот законопроект предлагает, но он еще не принят. Вот трудности в этом у нас. Первое чтение только прошло, да? Да. Да.
Закон о защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака. Статья 15. В целях защиты здоровья граждан от вредного воздействия табака и регулирования потребления табачных изделий запрещаются все виды прямой и косвенной рекламы табака и табачных изделий на территории Кыргызской Республики. Бүгін достор біз ушул сыяктуу мындайча караганда тамеки, бирок ошол сыяктуу эле негедир бул тамеки катары сатылбаган нерселер боюнча жумуш алып барабыз. Бизге бул менен ушул чөйрөдө иштеген специалисттер да жардам берет буюрса. Негизинен эле суроо эмнеге ушул эле кадимкидей эле тамеки элдерге ушундай эле зыян алып келген тамекилерде биринчиден суроо жок, неме жазуусу жок. Бул тамеки ден соолукка зыян алып келет экенин жана ушул сыяктуу башка нерселер эмнеге жок. Жана эмне себептен азыркыга чейин ушул тамекилерди 18 жаштагы балдарга сатса болобойбу? Эмнеге мыйзам менен бул азыркыга чейин каралган эмес.